Как выглядит идеальная семья? Как в ней воспитываются дети и какие прививаются ценности? На эти и многие другие вопросы с легкостью могут ответить участники конкурса «100 семей башкирского Зауралья», финал которого прошел в Сибайском государственном башкирском театре драмы имени Арслана Мубарякова. Организаторы проекта, редакция региональной газеты «Атайсал» и межрегиональный зональный Курултай Башкир-Зауралья отмечают, что данный конкурс уникален, ведь он направлен на выявление образцовых многодетных семей, сохранивших и приумноживших лучшие народные традиции воспитания детей, ведения домашнего хозяйства, показывающих пример в труде, общественной жизни и достигших успехов в творческой деятельности. Хочется выразить огромное спасибо администрации города Сибай. Они основные спонсоры и организаторы. Я выражаю благодарность и администрациям районов. Отдельно я хочу выделить Биккинова Явдата Усмановича, генерального директора нашего комбината, градообразующего предприятия. Я благодарю, слово благодарности я хочу сказать Римстройцентр, генеральному директору Исмаилову Рафаилу Ибрагимовичу. Они у нас основные мероприятия. Благодаря им вышла книга, благодаря им мы сегодня проводим вот такой шикарный праздник. В книгу «Букет славных семей» вошли газетные статьи и очерки о счастливых семьях Сибая и всего Зауралья. Отдельное внимание в издании уделено рассказам о семьях, которые прожили в браке 40 и более лет, удостоены медали за верность и любовь. Выступая в ходе торжественного мероприятия, глава администрации городского округа Рустем Авзалов отметил, что такой конкурс важен не только для Зауралья, но и для всей республики. Ведь счастливая и полная семья – это основополагающее современного общества. Когда у нас родилась эта идея этого проекта, мы ставили перед собой цель показать, как много рядом с нами прекрасных семей, в которых царят взаимопонимание, уважение, согласие, забота друг о друге. О таких людях надо рассказывать больше, ставить их пример, учиться у них. Это очень важно, прежде всего для наших детей, для нашего будущего, для нашего поколения. Ведь крепкая и дружная семья – это надежная основа каждого общества и государства. Чтобы принять участие в проекте, семьи должны были соответствовать главным критериям конкурса, а именно полная семья, родители трудоспособного возраста, ведение здорового образа жизни и активное участие в общественной жизни города или поселка. Ну а условий всего два – это подписка на газету «Атайсал» и развернутая характеристика семьи. О том, как готовились к конкурсу, о главных ценностях и достижениях рассказали сами конкурсанты. Конкурс нас заинтересовал, решил поделиться своим опытом, своей семейной историей. И вместе готовились, вместе придумывали статью с бабушкой. Бабушка нам помогала на башкирский язык вот хорошо, красиво изложить, поскольку она педагог. И вот у нас так получилось неплохо. Расскажите, пожалуйста, о составе вашей семьи. Я вижу, она очень большая. У нас с мужем 5 детей, 4 девочки и еще 1 сынок, но сегодня он ответственно пошел в школу учиться. Мы активно участвуем в общественной жизни, в благотворительной жизни. Вот я в группе мамочек, например, уважаемые зрители, убедительная муж просьба замечательный учитель, выводит детей с телескопом, смотреть на звезды. Дети у нас тоже занимаются активно в разных кружках, тоже имеют грамоты, медали. Ну, то есть у нас самое главное достижение – это наши дети, мы вкладываемся в них. Гран-при конкурса «100 семей башкирского Зауралья» 25 тысяч рублей. Получили сразу 5 семей. Это семья Исенбаевых из Зилаирского района, Зайнульных из Абзелиловского, Ахмедьяновых из города Сибай, Кинзебаевых из Хайбулинского района и Шейхметовых из Баймакского района. Всего свои заслуженные награды получили 55 семей. За творческий подход и высокое качество работы, продемонстрированное при освещении проекта «100 семей башкирского Зауралья», дипломом 1-й степени и денежной премией наградили лучших журналистов. Ими стали Расима Айсувакова, Резида Валеева, Альбина Кудашева и Минсара Хабилова. Спонсорами проекта выступили Сибайский филиал Училинского горно-обогатительного комбината, предприятие «Ремстройцентр», администрация городского округа город Сибай, Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского и Хайбулинского районов. Александр Фоменко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.